Үммү түтүө күнүнен буолуохтун биһиги биир дойдулаахтарбыт чакарым дьоно. Бүгүнгү биэриибит урукку таһаарыларбытыттан отой ураты буолуо диэтахпытына сыыспаппыт буолу. Тоҕо диэтэр бүгүнгү ҥырыылаах ыалдьыппытын сорох көрөөччү көрөөт таҕаны билэн олус соһуйан үөрүө турдаҕа. Сорох алтыһан дааспыта буолуо, сорох саҥа көрөөн сөп. Ол да буоллар бары даҕаны кинини алыс астына олус сылаасты кылыныыккыт дии саныыбыт. Көрдөөбүт киһи көмүһү булар дииллэр. Ол курдук биһиги устар бөлөхпүт, бүгүнгү ыалдьыппытын син өр көрдөөн булан, ыҥыран ылан атах тэпсэн олорон кэпсэппитин бүгүн көрүөхпүт. Ол эрээри аан маҥнай харахпытыгар ойуулаан көрүөҕүҥ эрэ бары. Чакыр, биһиги кырачаан дэриэбинэбит. Одут сыл аннара өттүгэр. Кыратын мыына көрүмэн, кинин элемен толоонугар сине биир олох барахсан оччолорго даҕаны, билигин даҕаны хаһан баҕарар оргуйан олорор үтүө кэмигэр-тииддибит. Дьон аймах кэлэр барар, атыы тутуу, үөрүү хоргутуу, ынах маҕарыыр, оҕо аймах күлэр, оонньуур кэрэ кэмэ. Арай ордук чуолаан, көмүс күһүн күүдэпчилэнэн кэллэҕинэ эдэр эрчимнээх эдэр ыччат дьонолоҕо өссө эрчимэрэр иделээх. Ол тоҕо буолуой. Тоҕо диэтэр биһиги кырачаан чакырбытыгар саҥа буухгаалтер кыыс кэлбит үһү дэһэллэр. Уйбануоптарга олорор үһү. Оройдорунан көрбүт орой мэни куолаттар кинилиин билсээри хонтуораҕа хаамсар буолбуттар. Билиэн көрүөн баҕалаахтар, кэпсэтиэн ипсэтиэн санаалаахтар үрүҥ дьиэҕэ докумуон тахар буолбуттар. Эдэркээн бэйэлээх кыыс оҕо кырачаан дэриэбинэ күннээҕэ ологон сити курдук сырдатан кэбиспитэ. Ол эрээри бу кыыс сыппараҕар сыстыбакка, суокка учуоккара сабыллыбакка, бэйэтэ баҕа санаалааҕа. Кини үҥкүлүөн баҕарара. Ол истиҥ санаата дьачахчы, чакыр дьонун сэргэтин, оҕотун уруутун, кутун сүрүн туппута. Эпэдэркээн, нап-нарын кыысчаан, үөрэн мичилийэн, үҥкүүлээн дайара, хая киһи сүрэҕин долгуппат, сүргэтин көтөхпөт буолуоҕай. Бу оҕо бэйэтэ оскуола оҕолорун үҥкүүгэ тапталы уһугуннарбыта. Эдэр ыччаты үҥкүү тула түмпүтэ. Эдэр бэйэтэ үөрэппүтэ, үөрпүтэ. Хая доҕоттоор, биллигит туо. Кини кимий? Бүгүнгү биэриибит ыалдьыта Лена Токарь. Отут сыланнара өттүгэр чакыр дэриэбинэтигэр буухаалтарынан ананан кэлбит үҥкүүһүт кыыс туһунан биэриибитин саҕалыыбыт. Я просто не верю, вы меня отправили действительно в такое прошлое, что, как сказать, тот фрагмент жизни, который просто исчез, скажем так, а он, оказывается, сохранился, это очень удивительно. Вы даже не помните? Вообще, я не помню этот танец, я не помню этот костюм. А Джахайча, короче, ну это вообще, это для меня просто, я не знаю, это чудо какое-то. Это, во-первых, неожиданно, да, скажем так. Обалдеть. Она занимается вот именно этим. Обалдеть. Снимает все. И поэтому очень много вот таких архивных видео. И вот для этого и создали канал, чтобы туда, ну, из таких старых кассет взять и... Ой, какая смешная-то! Обалдеть! Солнечная. Это что за образ? Майкла Джексона. Ага, я почти Майкл Джексон же. Это я руководитель танцев, а я 75 кг. Каблука. Ага. На самом деле я туда уехала, когда приехала, я была где-то 58 килограмм. Через 9 месяцев, когда вернулась, люди меня не узнавали на самом деле. Брат даже и сказал, Лен, говорит, мне даже, говорит, страшно спросить, кем ты, говорит, работала в Чакыре? Подруга дверь открыла, она вообще закрыла передо мной, она не узнала.
качество не очень, но это же можно, да, смонтировать? Ну, это скорее всего, нет. А, нет, да? Старые прям кассеты. А как-то на память это что, надо, на телефон же можно записать? Мгм. Ну, мы оцифровку сделаем. Да, будьте добры, да? А, Такая как есть интересно. Ну, как могла, так и танцевала. По идее, Настю надо было вперед поставить, она же высокая, а мы с Саргачком одного роста. Но на самом деле после этого пошла же поступать в колледж культуры. На хореографа, когда я пришла, девочки там такие тоненькие, худенькие. И я такая, знаете, вот, ну, в прямом смысле корова. Ух, ну, на сметане деревенской и так далее. Как говорится, комиссия наблюдала за мной. Говорит, знаете, Лена, говорит, все хорошо, вы хорошо танцуете, но вы очень подойдете на режиссера. И отправили меня на режиссера. Я поступила, правда, не отучилась. Ой, где я такие очки-то нашла? Обалдеть! Это единственное видео, кстати, в моей молодости. Мне кажется, больше вообще нету. Ну, фотографии какие-то есть, но это тоже танец? Как будто это тот же танец, который вы танцевали втроем. Ага. Но больше движений, видимо, не знала. Я вообще, честно говоря, в ЧКР приехала работать бухгалтером. Конечно, я закончила бухгалтерские курсы, так как дядя Ваня у меня работал главным бухгалтером. Я приехала работать его помощником. Мне нужен был стаж, чтобы меня без стажа на работу не взяли. И вдруг меня говорит, Лена, есть в школе место, пойдешь? Я говорю, ага. Ну, я думала, там же не с утра до вечера буду к дяде Ване ходить учиться и танцевать. Ну, думаю, танцевать любила. Я так смотрю, 9 месяцев прошло, и что дядя Ваня, говорю, понять не могу. А когда я бухгалтером-то начну это? Пока танцуй, говорит. Да, одни и те же движения. Раньше для счастья мало надо было. Один водолазку с ритузами. Выйди танцевать шикарно. Зато у всех есть. Да. Но сейчас вообще в одних трусах и лифчики могут выходить. Раньше, видите, водолазку с ритузами одели, все. Сценический образ готов. Да. Ух ты, Машенька же Иванова! Да? А ну, Караха. Вон, вторая была. Үмүт өтө кэһэнэн болохтун биһиги Чакырым Жоно YouTube канал бут сурутаачылара. Бүгүнгү бүтэй маған күңеттон кыра кыгыммыт номно эргиллен келен нус кас болан олохпут онкула аяннан ихер онна жа биһиги бу Чакырым Жоно YouTube канал бут үлэһеттере үлэбитин сагалатыбыт онна бүгүнгү бастакы кыгыңы берибит ылжыта биһига тыбытыгар келен олорор Елена Токарь. Передайте привет. Привет! Жаттан тыгынча 995 сыллааққа олабетер сүрбе 9 сыл аннара түтігер биһиги кырачан чакырбытыгар эдеркен 19 тастақ кыз кәлен бу биһиги деревне битигер нәһилек битигер чакырбытыгар үчүгэй багай кәрі түгеннәре бәләхтәбит олабетер бәйте үнкүүнү оголорго оскола оголоргар үеретпит. Бу Елена Токарь биһиха бүгүн ылжытты кэлэн олорор. Ола бетер биһигеттен иебинен бу нахачугай архивный видеолары булан ыллыбыт. Оланны кени бәйте эдеркен бу 19 кыз үнкүлүү сылжарын көрөн бу Елена бүгүн долгуян үйөрен астынан олорор. Онна жаккинини кытта билген нучалы капситех бут тога детер оттон хомойох ен улаханны кыттан маны хахалы саңарба дебит олын билген кинни кытта нучалы капситен селехех биттен баргытын инграбыт.
Ну что ж, Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Мгм. Мы только что с вами посмотрели те архивные видео, которые вас перенесли в тот момент в вашей жизни, который вы даже, оказывается, особо не помните, но для вас в сердце, конечно, у вас все это так трепетно, Конечно, да? да. Ага. Конечно, сердце тронуто мое. Это удивительно, потому что я, во-первых, очень удивлена, и, наверное, это относится к каким-то моментам чудес. Мгм. Потому что этот промежуток жизни очень был для меня прекрасен, но я действительно, очень плохо помню какие-то моменты. Сегодня все, что увидела, есть моменты, я даже вообще просто не помню. Да, очень интересно, да, как это так получается. Да. Ну, давайте вот начнем прям с самых истоков, да, чтобы наши зрители, наверняка очень много кто помнит вас, да, в то Это очень время, приятно. да. И нам бы хотелось сейчас узнать уже подробно, да, откуда вы и как вы попали в наш Улус, наш наслед, который совсем такой маленький, крохотный, и как вас так занесло судьбой туда. Но начнем с того, что я сама с поселка Покровск Ангалатского улуса попала к вам в деревню благодаря родному дяде Иванову Егору Егоровичу. Он родной брат моей мамы, Ивановой Натальи Егоровны. Так получилось, что после школы в 93 году я не поступила никуда, но закончила бухгалтерские курсы. И в связи с тем, что дядя Ваня работал главным бухгалтером администрации, он предложил мне пройти практику для того, чтобы я получила какой-то либо стаж и могла в последующем устроиться на работу. Но каким-то чудом он мне предлагает, что требуется руководитель танцевального кружка в школу. Пойдешь ли ты туда работать? Я говорю, да, давай, с удовольствием. То есть вообще ничего не предвещало на самом деле стать руководителем танцевального кружка или еще что-то. Так как я сама по себе творческий человек, в то время я просто любила танцевать. Я танцевала в якутском ансамбле в Покровске, имела навыки танцев, скажем так, не профессионально, а любительски. И я пошла в школу работать с ребятами, это было очень интересно, увлекательно. Я уже говорила, Чурапчинский улус вообще на тот момент являлся очень, мне кажется, творческим улусом. Там проводились постоянно какие-то конкурсы, какие-то фестивали. Мы постоянно где-то участвовали, лауреатами даже становились. Но мы готовились к очень большому фестивалю. К сожалению, в связи с плохим событием в Ажелуне, это вот действительно, в 96-м, наверное, году случилось. Все как-то траур объявился и так далее. Но это ни в коем случае никак не повлияло. В любом случае, сегодня увидела, мы где-то в какой-то Хаяхсыт, в деревне выступали, и вообще активный образ жизни был творческий, это, конечно, удивительно. То есть вакансия была именно в нашем наследии, да? Да, именно в вашем наследии, но я говорю, так как я там уже была, но должна была работать бухгалтером, предложили именно руководить детским кружком танцевальным. Да. То есть, получается, вот вы приехали, в Чакыр, и какое было первое впечатление? И вы же понимали, что Покровск все равно как скажем, большой... Конечно, да. Мне показалась эта деревня очень маленькая, но, знаете, я на самом деле и в то время, и сейчас очень люблю деревню. Очень скучаю на самом деле по деревне, по дому, по печке, это вообще, скажем, это всегда мне уютно и очень хорошо. Но так как я приехала к своим родным, я, в принципе, себя чувствовала как дома. То есть вы жили у ваших родных, да? Да, я жила у дяди Вани, у родных, поэтому у меня было чувство, что я чувствую дома. Единственное для меня было это удивительно, никогда не ходила в хатон. Я так и не научилась доить корову, потому что у дяди Вани было очень много коров, 19, что ли, и они меня хвостом постоянно. У меня какие-то шрамы на лице были. Единственное, что я делала, это сахкурджариски. Да?
Ага. Правильно говорю? Да. Вот кюрджарский куда-то в ванну ложила, куда-то заносила, и мы намазывали хатон навозом. Вот это было для меня, конечно, нонсенс. Я сначала очень долго к этому шла, но ничего, привыкла. Ходила в хатон, ходила. Ну, такая, знаете, физический труд у меня был вообще в Чакыре. Наверное, так надо было. Да. А какое было первое знакомство с детьми? Я, честно говоря, очень плохо помню, но на самом деле я помню то, что все прибегали, вся школа, потому что мы занимались своей, и меня рассматривали как инопланетянку. И меня это как-то немножко смущало. И когда я дяде Ване говорила, дядя Вань говорит, как-то немного смущаюсь, потому что все приходят и прямо толпами не сидели, когда вот у нас были танцевальные кружки, все прям разглядывали меня. И в связи с тем, что я попала же, я по-якутски плохо говорила, и в то время, и сейчас директор школы попросила с детьми больше разговаривать на русском языке и преподавать на русском языке. Это тоже бы помогло детям для того, чтобы когда они поступают, например, чтобы у них русский как бы подтянулся, да, вот они лучше бы ориентировались, потому что за пределы уезжая как бы даже не то что Чакыры, даже Якутии, да, Якутска, все равно как бы русский язык, он необходим для того, чтобы как-то ориентироваться по жизни и так далее. Соответственно, я разговаривала в основном со всеми по-русски. Вот, ну, так как якутский понимаем, мы все равно так смешанно разговаривали. Но дядя Ваня ей говорит, Лен, говорит, таких большеглазых, еще и на русскоговорящих, некоторые дети в жизни не видели живьем. Я говорю, серьезно? Ну как ты думаешь? Мы очень многие, говорит, родились здесь, говорит, они даже не уезжали за пределы Чакыра. И это было для меня удивительно. Но в Чакыре мне очень понравилось. Воспоминания очень теплые, очень приятные. Потому что вот, ну, я не знаю, все было так дружно, так весело. Вообще, как Чакыр, мне показалось, жили как одной большой семьей. Потому что в клубе концерты какие-то, что какие-то праздники, что еще что-то. Как-то все, знаете, очень хорошо было. Как бы. Я себя очень комфортно на самом деле чувствовала. Единственное, только я помню момент, когда мы со школьниками поехали, мы же по деревням ездили, нас почему-то ставили. Я помню, Вася был и еще один мальчик, вот фамилии их не вспомню. Я их потеряла, так как я руководитель, я несла ответственность. Автобус уехал, я их где-то, не знаю, куда-то в магазин ходили. И был такой интересный момент, мы прямо пешком шли по тайге с какой-то деревни, она недалеко находится, но мы долго шли. Это было очень интересно, на самом деле, первый раз по тайге, в темноте, но я была очень тепло одета. Но единственное, что я помню, знаете, так идешь, можно услышать, оказывается, топот лошадей. Как будто бы, оказывается, дорога какая-то вот имеет память или еще что-то. Иногда я слышала, что идем, мне казалось, что машина едет, поворачивались, машины не было. Ну вот впервые в жизни с таким столкнулась. И, такой был интересный момент, когда Дерин, да, деревня была? Вот, в Дерине тоже помнится, когда мы же постоянно там где-то участвовали. Я ребят потеряла, а они же школьники, школьники выше меня, метр с кепочкой, считай. И помнится, когда в клуб я пошла, может, это не надо рассказывать? Надо? В клуб, помнится, ребят пошла, нашла, они на взрослой дискотеке. Вау, прямо я такая, ну-ка, ребята, мы же там по людям ходили, ночевали. Я говорю, быстро, немедленно. И стою, их отчитываю. Как так? Почему? Уже поздно там. Ла-ла-ла. И слышу, кто-то сзади мне говорит, Кыщан, что-то такое. То он научалыган или что. Я повернулась, не поняла. Кто научалыган? Хайдах научалыган. Ну, то есть, ничего понять не могу. И понимаю, стоят мужчины, просто они не в трезвом состоянии. И вот тогда, я помню, вот этот единственный был момент, когда я очень сильно испугалась, что вот, оказывается, по-русски говорить нельзя или еще что-то и тому подобное. Они начали меня расспрашивать, откуда я. Я объясняю, что, что я могла сказать. Я же в школе работаю, говорю, я руководитель, тому подобное, и типа за детьми как бы пришла. А они были, видимо, выпившие или еще что-то, как говорится. Ну и все, на этом как-то конфликт исчерпался. С ребятами нашла их, определила, куда они должны были идти.
Ну и вот, в основном все такое как бы очень хорошие воспоминания, очень теплые. Мгм. То есть, получается, вот в 1995 году вы приехали тут? Ровно учебный год я приехала, по-моему, в сентябре или в августе, 9 месяцев, и в мае, как учебный год закончился, там 25 мая, после этого я уехала, вернулась в Покровск. Мгм. И вот, а как вы ставили танцы, как вы придумывали? Но на самом деле я сказала, что я танцевала у нас в Покровске, Молодость Аркяне, у нас есть такой танцевальный ансамбль якутский. И я на самом деле там во время школы очень занималась. Поэтому, имея опыт, мы выступали тоже по республике Саха-Якутия, ездили тоже с выступлениями. Имея какой-то такой опыт, я просто придумывала. Если сейчас я посмотрела, что я придумывала, довольно-таки интересно. Особенно вот последний танец, какой-то винегрет я придумала. Довольно-таки сама удивлена. Конечно, что-то однотипное, но тем не менее, я не знаю, даже затрудняюсь ответить. Все на ходу, все откуда-то, скажем так. А вот вы преподавали именно вот для детей, да? А для молодежи что-нибудь ставили в клубе? Я не помню, честно говоря. Я помню, что я в клубе очень была часто. С ребятами, с молодежью мы очень хорошо дружили. И постоянно какие-то вот концерты или еще что-то. Но я не помню, потому что молодежи совсем мало было же. Очень мало. Там у нас человек 5-6, наверное, было. Кому преподавать-то там? Поэтому в основном, конечно, это школьники. А школьников сколько ходило? Ой, школьников желающих было, я помню, очень достаточно. То есть у меня, по-моему, была младшая, средняя группа, по-моему, или старшая, средняя. И маленькие. В общем, от начальных классов до старшеклассников, по-моему, все занимались. И никак никто не жаловался на языковой барьер? Нет, я с этим как-то комплексов не испытывала на самом деле, потому что все равно со мной общались на якутском, чтобы я как-то подтянула свой якутский, и я на русском, поэтому, и мне казалось, что я себя комфортно чувствовала, в основном как-то все на русском как будто бы говорили. Да, и может только маленькие дети, вот они как-то вот терялись, да, скажем так. Но даже вот с маленькими детьми, если вспомнить, очень сложно вспомнить, каким-то образом же умудрялась им объяснять. Мне кажется, танец, он не обязательно знать какой-то язык. Да. Glавное движение показал, за тобой повторили, и все. Самое главное, чтобы было желание. И очень хороший момент, помню, мы ездили на мастер-класс, у вас самая крутая спортшкола в Чурапче. Я даже отучилась там спортивным танцам. Да, там была очень интересная женщина, профессиональный преподаватель по спортивным танцам. Это бальные танцы, ча-ча-ча, румба. В общем, я там даже проучилась, помнится. И вот она такую интересную вещь сказала. Танцевать научиться может каждый. Неважно, умеете вы, не умеете. Самое главное – желание. И действительно, я помню, дети, которые прям желали танцевать, у них все получалось. Просто все получалось. И помнится, участвуя у вас на фестивалях, мои танцы даже становились лауреатами. Да, это было очень круто. Вообще. Да. И вот хотела еще спросить. Школа была двухэтажная, да? Да, школа была двухэтажная. Ага. И в актовом зале вы занимались? Там было фойе. Ага. Я помню коридор, и было такое большое фойе. Оно ничем не закрывалось, мы занимались там. В основном после обеда, вот с первой смены учились, и после обеда я занималась. И у меня всегда, помню, зрители были. Да. Школьники там, видимо, кто-то, может, специально приходил. И прямо у нас всегда были зрители. Это было очень интересно, и они мне не мешали абсолютно. А кто в то время был директором школы? И очень плохо помню, вообще, честно говоря. Это директор женщина была Татьяна Николаевна, да? Васильевна. Татьяна Васильевна, точно, вот Татьяна Васильевна директором была. А потом я подружилась очень с Саргалана Алексеева, Саргачок. Вот. Она же тоже в школе училась. Ой, не училась, а работала. Вот Саргалан очень хорошо помню. Ее брат Ваня, да?
он тоже в школе работал. Ну, поименно очень сейчас, конечно, плохо кого помню. И то увижу, тоже, знаете, с трудом, наверное, вспомню, потому что проработав именно в 1995-96 году, я больше, по-моему, не ездила. Один раз только была на свадьбе у кого-то родственников. И все. Как-то так. А что самое такое, можете рассказать, запоминающийся момент, или такое смешное, или что-нибудь наоборот, какое-нибудь, что у вас... Ну, я напугало, говорю, вот или уже что-то рассказала, когда нас оставили, вот автобус уехал, да, это было удивительно идти пешком, скажем так. Это вот, ну, какие-то новые ощущения тогда испытала, и до сих пор их помню, скажем, да, идти по дороге прямо в тайге. Немного было, я испытала, по-моему, немного где-то и страшно, но так как два мальчика было, при этом ты несешь ответственность же за них, при этом сама боишься, идешь по лесу, полная темнота, и вот это вот луна. Это вот для меня, конечно, было открытие, это было очень интересно, вот это очень хорошо помню. А так я помню, знаете, в деревне такая интересная жизнь, это свежий воздух, потому что все-таки Чакыр находится в очень прекрасном месте, это прямо в глухомане, в лесу, лес, чистейший воздух. И когда вот мы с молодежью гуляли, я не знаю, как сегодня, мы тусовались в котельных. Да? Как-то интересно, вот если сегодня взять, я не знаю как, ну, как бы, если в современном в городе и так далее, это кафе, это какие-то тусы вообще, да, а там мы сидели в котельных, да, общались, вот, и в основном, конечно, в клубе, но клуб не всегда же допоздна работает, соответственно, его закрывают. А вот интересный такой был момент тоже, у вас было такое интересное место, Серге. Оно до сих пор... Каяда. Это как священное место, да, называется? Үйһэ Оно до каяга. сих пор есть? Ага, вот. Я помню, вот на это священное место мы часто ходили, там так красиво было. Вот, несмотря на то, что вроде бы народу мало, а там оно красиво оформлено было. Веревочки, какие-то подарочки там были, помнится. Это где? Это В где-то Чакыре? на вершине? Да, типа горы что-то. Хая, это хая. да, хая, Да? наверное, Хаяга. да. Вот, мне туда нравилось ходить. Такое интересное место. Там все видно. Ну, Да, я да, очень красивое место. Вот его очень хорошо помню. Да, и сейчас все, ну, все туда ходят. Да, вот это вот место очень красивое было. А так, конечно, вообще в памяти. Еще, знаете, у вас есть бабушка, вот меня очень впечатлила. Она жила вот от Ивановых недалеко. У них такой длинный дом. И у нее очень много внуков, 16 или 17 детей. В то время было. И когда вот дети приезжали, внуки приезжали, правнуки приезжали, их чуть ли не под 100 человек собиралось. Кто это? Может, вот в то время вот такая вот у вас семья была. Я вот была просто в шоковом состоянии, впервые услышала, что вот, ну, вот такое. Ей очень много лет было. Конечно, ее сейчас, к сожалению, уже нет в живых. Но вот кто-то такая и была. У них такой длинный дом. Они на зиму замораживали, ой, да, и когда именно на Новый год этот дом растапливался. Имя не вспомню, но какая-то прямо у вас мать-героиня там жила. Не знаете? Или что-то придумала? Я не знаю. Я вот это хорошо помню. И вот говорят, дети, внуки, вот вы понимаете, что эта женщина, она даже многих не помнила. Она мало того, что именно имен внуков не помнила, правнуков, это понятно, она даже уже, ну, в связи со старостью забывала даже вот детей имена. А представляете, дочка с мужем, это сын с женой. И вот посчитайте, какое их большое количество. Да, может, наши зрители знают. И, Да, может быть, мне напишут, кажется, да, в комментариях написать, мне кажется, это просто великая семья. Вот я была восхищена, вот это очень хорошо помню, потому что в жизни, вот сколько живу, я такой семьи не встречала. Это вот дядя Ваня мне рассказал, с тетей Таней, царство и небесное, что вот, ну, как-то вот такая семья есть. Я удивилась, надо же, говорю. Хотя, конечно, моя мама тоже многодетная, а вот дядю Ваню возьмем, мою маму, их было 16 в семье. Но вот до жизни, да, их только осталось 5. 11 детей умерли. Понимаете, это вот когда раньше же рожали, не каждый ребенок мог выжить, выживали только сильнейшие. А я была просто удивлена, что в то время
столько детей выжило, и они вот пошли дальше как бы развивать свой род, да? И он такой у них огромный-огромный. Да, это моя бабушка, она была мать-героиней. Вот, может, это ваша Не бабушка? знаю, а рядом с Ивановым кто? Мы же Недалеко, вот знаете, как-то вот Ивановы жили, вот где-то сбоку, и он такой, дом был длинный, он довольно-таки большой был. Половина дома отапливалась, а половина только на Новый год или как-то вот. Что-то такое вот помню, которое меня до сих пор в памяти, я была очень удивлена и до сих пор удивляюсь. Да. И вот, учебный год прошел, да, и когда вы уезжали, ну, было какое-нибудь такое прощание в том, что обычно же с детьми очень так прощаться, как-то они очень слишком близко к сердцу Да, принимают. у меня, и как я это вот было? очень плохо, но я помню, знаете, прощание было прямо со слезами на глазах. Это было, да, очень трогательно, это было, меня все звали обязательно приехать на следующий год, чтобы я дальше продолжила эту деятельность, но в связи с тем, что мне надо было поступать, у меня были определенные свои планы, да, в дальнейшем. Это никак не связано было с Чакыром, потому что я знала, в Чакыре я именно вот учебный год проработаю и дальше поеду. Да, я помню, у нас типа пикника, что ли-то, помнится, в лесу было. Прям, ну, это было очень трогательно. Плакали, по-моему, все это. Тяжело было уезжать, очень тяжело было уезжать. То есть вы приехали работать бухгалтером, да? Да. Но вы стали именно преподавать для детей танец, да? А дальше как сложилась судьба? Вы стали... Вы знаете, Чакыр в какой-то момент определил мою судьбу с выбором профессии. Мне очень, да, мой творческий потенциал, видимо, настолько развился, я об этом никак не думала. Я приехала в Покровск и стала дальше, хотела поступить на преподавателя танцев, это на хореографа. Вот, я специально к нему готовилась. Я в Покровске специально пошла к учителю нашему, который мне тоже постановки танцев сделал и тому подобное. Но в Чакыре я очень сильно пополнела. На сметане, на деревенской еде. Я прибавила почти 20 килограмм. Я туда приехала как бы стройная, а с Чакыра я прямо катилась хлопком. На полном серьезе, оттуда уезжала 75 килограмм. Но это мне не мешало. Я смотрю на видео, я тоже танцевала от души. Никаких комплексов не было, действительно не было никаких комплексов. Настолько, вот говорю, у меня повысилось желание стать вот хореографом и дальше продолжать эту деятельность. Я пошла поступать в колледж культуры, наш якутский. Но что-то пошло не так. Я когда пришла, там девочки такие тоненькие, худенькие. Я, знаете, такая пришла на самом деле как корова, так, как кабан. Но тем не менее комиссия, увидев меня, увидев мои какие-то данные, они мне предложили поступить на режиссера. Вы, говорит, очень подходите на режиссера и с внешними данными и вообще. Я поступила на режиссера заочно, да, потому что я должна была работать себя, кормить себя, содержать. У меня не было возможности просто очно поступить. И я пошла работать кассиром. Ну и знаете, пока 2 года училась в колледже культуры, моя же судьба очень сильно изменилась. Я не смогла дальше продолжать. Соответственно, я ушла в финансовую сферу. Все-таки. Да, я ушла в финансовую сферу, но так как надо было, говорю, себя кормить, как-то надо было жить, и у меня просто уже не было возможности учиться в колледже культуры, о чем я очень сожалею на самом деле, потому что, мне кажется, у меня на сегодняшний день этот нереализованный потенциал творчества сидит. Потому что мне все равно как-то прорывается, и творчество, мне кажется, каждый человек талантлив на самом деле, и у каждого есть какой-то потенциал творчества. Это не обязательно танцевать, кто-то поет, кто-то вышивает, кто-то вяжет, в любом случае это должно реализовываться. Как-то так. Да, очень интересно. Так, и давайте сейчас, может, передать привет нашей деревне, нашим жителям, те, кто вас знают, может, какие-то пожелания к приближающему Новому году. Вот. Ну да, я, конечно, воспользуюсь случаем. В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо
вашей жительницы, вашей землячки, это Зинаиде, которая вышла на меня, нашла, и когда она мне сообщила, что есть видеоматериалы с моими танцами, что есть архив части моей жизни, потому что Чакыр – это часть маленькая, но самая такая, знаете, теплая, добрая, прекрасная часть моей жизни. И я на сегодняшний день вас не забыла, уважаемые. Я на сегодняшний день, когда что-то происходит, когда где-то часто вспоминаю и очень многим рассказываю про Чакыр. Все очень удивляются, да, как я вообще попала в Чакыр. И вообще это самое интересное, наверное, в моей жизни, тут часть действительно жизни, потому что это творчески, это очень необычно. И когда Зинаида меня пригласила посмотреть, дать вам интервью, с удовольствием, конечно, согласилась, потому что это было неожиданно, это очень интересно, это очень чудесно. И, уважаемые жители Чакыра, конечно, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И я желаю вам в первую очередь это всем, чтобы вы были здоровы, крепкого здоровья, не только физического, но и духовного. Это очень важно, так как когда человек здоров, тогда все у него есть. Конечно, чтобы ваши желания и все мечты сбывались. Чакыр для меня остается таким светлым, теплым в моей памяти, потому что там живут самые добрые, прекрасные люди. И, наверное, очень многие переехали. Да? Я вам, конечно, желаю развития и сохранить все, что есть в вашей деревне, ту теплоту, ту природу, которая была и спустя 30 лет. Когда-нибудь обязательно съезжу в гости к вам, может быть, попробую, да? Какой-то надо найти повод, если будет повод, приглашайте, с удовольствием съезжу, потому что по деревне я очень скучаю. И, конечно же, говорю, чтобы, мира, спокойствия и гармония в душе обязательно. Такое трудное наше время. И, конечно, если у вас есть желание, развивайтесь, танцуйте, пойте. Кстати, на сегодняшний день научилась играть на хамусе. Да, немножко играю, хожу, планирую петь, немножко пою. Вот. И сегодня еще у меня есть такой момент, как сказать, на гвоздях стою. Поэтому можно когда-нибудь организовать какие-то практики и приехать к вам с удовольствием. Елена, вам огромное спасибо, что вы согласились, да? Мы очень удивились, волновались с мамой, что вы так, как сказать, сразу приняли наше приглашение, да? Что вам было это интересно. И думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно посмотреть этот выпуск. А вам мы желаем, чтобы у вас все было прекрасно в вашей жизни, да, и чтобы, может, это какой-то знак, что нужно как-то в творчестве тоже, да, конечно, начать конечно. вернуться, да, этим заниматься, потому что я вижу, что это для вас очень так, как сказать, внутри у вас, у каждого человека все равно живет творчество, да, какая-то маленькая девочка, которая любит танцевать, да, петь, и мы вам желаем, чтобы у вас тоже все было так ярко, красиво в вашей жизни. Благодарю. Так. Жанан күндүк арачылар бит, манан бүгүнгү биге ылжыкпытын кытта кыра олоран кепсети бүттүмүктелер, онтон эхигини бу Елена эдер хылжан бияга 1995 сыллаакка чакырга калахажан турурбут үңкүүлерин оголорго, оскола оголоргар, уонна эдер ытчаттарга анан турурбут үңкүүлерин урукку архивнай видеоларын көрөргүтүгер ыңырабыт. Үмүт өтө кеханан болохтун биһиги
Сити курдук отут сыланара түгер, биһиги кырачаан чакырбытыгар аҕыйах да кэмҥэ буоллар кэлэн олоро сылдьыбыт эдэркээн кыыс кэпсээнэ итинник. Кини үҥкүүгэ таптала, былыргы быыллаа хархып видеоларын нөҥүө курдат өтө көстө сылдьар. Олене, мы хотели бы сказать, что хоть и жизнь ведет тебя другими дорогами, знай, что та мечта, что живет в глубине души, не просто случайный огонек, а она часть тебя. Пусть даже сейчас ты строишь графики, ведешь переговоры, а не репетиции, где-то внутри ты все та же девушка, которая умела превращать пыльный деревенский клуб в сцену. Пусть та девушка, что когда-то учила деревню танцевать, иногда напоминает тебе, что мечты не обязаны сбываться полностью. Достаточно, чтобы они просто не умирали, а жили в тебе. Онон доғыттар баға санааларгытын барғара турун, үтө санааларгытын үксета турун. Болгомтоғы тиһин мақтал.